Сколько дней живет человек? Не считая, просто подумай, какое число тебе первое приходит на ум? Миллион? 2 миллиона? Может быть, миллиард? Так думает большинство людей. Но если ты умножишь 365 на 70, это средняя продолжительность жизни в России, ты увидишь то, что вся твоя жизнь – это 25 550 дней. И то, если тебе повезет, и ты доживешь до старости. Вот так вся твоя жизнь выглядит в неделях. Из них часть ты проспишь, часть проработаешь, часть времени ты будешь слишком маленький, чтобы принимать какие-то решения, и слишком старый, чтобы что-то интересное делать. И не забывай, что, скорее всего, треть жизни ты уже прожил. Сколько у тебя осталось чистых дней? Пару тысяч? И это все, что у тебя есть. Время – это единственный невосполнимый актив, который у нас есть. Как ты его тратишь? Это твоя жизнь, и каждый день она становится на один день короче. Общество говорит тебе: иди в школу, иди в университет, устройся работать на дядю, заведи детей, получи повышение, еще повышение, уйди на пенсию, умри. Вот такая матрица – это вся твоя жизнь. По статистике, средний человек помнит около 20 дней за год. Потому что все остальные были один в один похожи. Проснулся в одно и то же время, умылся, почистил зубы, съел одну и ту же еду, пошел, просидел на работе целый день, потом зашел в интернет, там просидел, потом поспал, завтра проснулся в то же время, и так день сурка повторяется всю жизнь. Говорят, среднестатистический человек умирает в 25, хотя его хоронят в 70. Понимаешь, о чем я говорю? Остальные 45 лет – это просто день сурка. Мы просто общество наблюдателей, несколько человек живут, и миллионы смотрят, как они живут. Но однажды ты проснешься утром, и у тебя больше не будет времени, чтобы сделать те вещи, о которых ты всегда мечтал. Человек всю жизнь работает на работе, которую ненавидит, чтобы купить барахло, которое ему не нужно, и всю жизнь он пашет как раб, высунув язык от усталости, а потом умирает от стресса, успев только кое-как расплатиться за норку в бетонном муравейнике и железную коробочку на колесах с новым логотипом, которую менял каждые 3 года, потому что все так делают. И самое забавное то, что он думает, что его долг – это запустить своих детей в эти же самые крысиные бега.